Массовая вакцинация продолжается. Сегодня в Москве действует порядка 300 прививочных центров. Сделать прививку от COVID-19 можно как на базе городских поликлиник, также пройти вакцинацию можно в торговых центрах и других популярных местах, например, в ГУМе. Как должна быть организована работа центров вакцинации, почему стоит делать ревакцинацию, поговорим с главным врачом консультативно-диагностической поликлиники номер 121 Андреем Александровичем Тяжильниковым. Андрей Александрович, добрый день. Меня зовут Айсена. Я рада приветствовать вас в передаче «Актуальное интервью». И, пожалуй, задам вам сразу первый вопрос. Коронавирус отличается высоким уровнем инфицирования. Только в сутки в Москве выявляется от 6 до 7 тысяч зараженных человек. При этом врачи-инфекционисты, врачи все утверждают и говорят о том, что только вакцина может стать действенным инструментом в борьбе с коронавирусом. Так ли это на самом деле? Может ли вакцина действительно победить COVID? Добрый день, спасибо большое за вопрос. Надо сказать, что для любого инфекционного заболевания и уже на протяжении многих лет массовая иммунизация являлась действительно единственным способом, который позволял бы остановить вот эту волну распространения инфекции. Это касалось не только коронавируса, но и любых других инфекций. Поэтому здесь, в данном случае, в связи с эпидемией, в которой мы сейчас живем, мы тоже надеемся на вакцину и уверены в ее эффективности. Именно массовая иммунизация способна приостановить волну распространения инфекции. В связи с чем паника у населения? Почему люди остро реагируют на вакцинирование? К сожалению, приверженность к лечению, в том числе приверженность к иммунизации у нашего, да и не только у нашего населения, недостаточно высокая. Это проблема, которую рассматривают во всем мире. И здесь самые правильные и хорошие методы – это, конечно же, пропаганда, это то, что вы делаете, это то, что мы делаем, в том числе организация каких-то общественных пространств, где можно вакцинироваться. Помимо того, что это действительно быстрый, эффективный, удобный способ для вакцинации, это еще и возможность привлечь внимание к тому, что это безопасно, быстро и эффективно. Как, по вашему мнению, должна быть организована работа пунктов вакцинации, чтобы человек все же решился прийти, получить прививку и сделал это с комфортом? Действительно, мы накопили достаточно большой опыт, и вы видите, у нас организовано пространство таким образом, что движение пациентов осуществляется только в одном направлении. Сначала пациент приходит, раздирается в гардеробе, потом, после того, как ему выдается анкета, есть особое пространство для заполнения анкеты информированного согласия. Далее он попадает в зону, где его консультирует врач, соответственно, принимает решение о допуске до вакцинации, и после этого он попадает непосредственно в зону вакцинации, где работает одновременно большое количество медицинских сестер, которые, собственно, и проводят процесс вакцинации. При этом их может быть большое количество или меньшее, как в некоторых других пунктах, которые организованы в Москве. Но, тем не менее, это действительно позволяет быстро и комфортно пройти пациенту всю процедуру. И после этого он попадает в зону ожидания после вакцинации, где некоторое время пациент проводит для того, чтобы исключить какие-то нежелательные явления, хотя надо сказать, что, собственно, и за время клинических исследований, в которых участвовала, в том числе наша поликлиника, и за время уже большого количества времени гражданской вакцинации каких-то нежелательных явлений серьезных зарегистрировано не было. Максимальная мощность нашего центра до 5000 пациентов в день. Вы видите, что несмотря на будний день и, в общем-то, еще раннее достаточно время, желающих вакцинироваться достаточно много. Как я уже сказал, это не только возможность быстро вакцинироваться, но и хороший пример для того, чтобы показать это другим людям. В нашем центре можно вакцинироваться и жителям других регионов. Естественно, второй компонент они должны получить здесь же, но кроме этого всех, кто вакцинировался до этого, более полугода назад, мы вакцинируем в нашем центре вакциной, которая называется «Спутник Лайт», которая вводится однократно. Поэтому, соответственно, конечно же, мы всех приглашаем, приходите и быстро и комфортно вакцинируйтесь. Давайте поговорим о ревакцинации. Стоит ли человеку получать вторую вакцину спустя 6 месяцев? Каким препаратом это лучше делать? Есть ли категория граждан, для которых ревакцинация строго запрещена? И чего ждать ревакцинированным, каких побочек? Вакцинироваться повторно мы рекомендуем всем тем, у кого прошло с момента первой вакцинации более полугода. Естественно, конечно же, рекомендуем сделать это как можно скорее, если человек по каким-то причинам не сделает это в установленные сроки.
Ну а что касается каких-то категорических противопоказаний для повторной вакцинации, то оно только одно. Это какие-то серьезные нежелательные явления, которые развились в результате введения препарата в первый раз. Как я уже сказал, таких серьезных пациентов у нас, соответственно, зарегистрировано не было, поэтому в настоящий момент вакцинироваться повторно необходимо каждому человеку. Дело в том, что в сложившейся эпидемиологической обстановке рекомендовано действительно введение еще дополнительной дозы препарата для того, чтобы усилить иммунный ответ организма, для того, чтобы у нас было как можно больше людей, которые имеют вот эту вот иммунную прослойку для формирования и индивидуальной защиты, и коллективного иммунитета. Ранее риск смерти от коронавируса был повышен исключительно у лиц пожилого возраста. Это граждане старше 60 лет и также у лиц с хроническими заболеваниями. Но, как показывает время, коронавирус омолодился, молодость больше не страховка. Как вы думаете, в связи с чем вызван такой темп роста заражения коронавирусом среди молодых? Какие штаммы сейчас действуют в Москве? Сегодня мы регистрируем большинство заболевших со штаммом Дельта. При этом необходимо сказать, что действительно течение заболевания может быть совершенно различным, совершенно у разных людей. И, как вы верно подметили, люди молодого возраста могут очень быстро ухудшиться в состоянии. От КТ-1 до КТ-3 может пройти буквально несколько часов. Конечно, всем этим пациентам мы рекомендовали бы вакцинироваться и предотвратить заражение, потому что, к сожалению, получается, что если человек заболевает, мы никогда не можем предсказать, легко будет протекать у этого пациента заболевание или может быть, разовьются какие-то тяжелые осложнения. Сегодня в современных условиях рекомендуется вакцинироваться каждому, вне зависимости от молодости, состояния здоровья, потому что действительно мы видим совершенно разное течение у людей достаточно молодого возраста. Ну а если мы говорим все-таки про людей старшего поколения, про людей, имеющих множественные хронические заболевания, риск заражения и развития тяжелых осложнений у таких людей максимальный, поэтому этим пациентам необходимо вакцинироваться в первую очередь. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам.